Ноябрь этого года ознаменовался важным событием для культурной жизни нашей республики. Абхазские музыканты с большим успехом выступили в столице Бельгии, городе Брюссель. Предыстория этого концерта началась еще в Москве. Эта предыстория Брюсселя начинается с концерта Московской консерватории в Большом зале в декабре прошлого года, когда выступала Эмилия Барас под моим руководством. После этого концерта были несколько предложений. Это приглашение на конкурс «Ночь в Мадриде», вы в курсе уже, который прошел тоже успешно. Наши детки стали лауреатами. И их заметил доктор-профессор Брюссельской консерватории Тигран Майтисян, сделал предложение выступить в соборе святых Михаила и Гудулы. Собор святых Михаила и Гудулы, по-другому Сен-Мишель-э-Гюдюль, это один из ярчайших образцов готической архитектуры, расположенный в самом центре Брюсселя. Основанный в XIII веке, этот потрясающий по архитектуре собор очень напоминает знаменитый парижский Нотр-Дам-де-Пари, но немного уступает ему в размерах. Старинные витражи, подвесной орган, великолепная акустика вместительного зала сделали этот собор очень востребованной музыкальной площадкой для самых именитых музыкальных коллективов мира. И не случайно приглашение выступить на этой площадке получил маэстро Давид Терзян, ученик всемирно известного дирижера Агана Дуряна и лауреат международного конкурса дирижеров в Мехико. В этом готическом соборе выступают знаменитые коллективы, как Берлинский филармонический, как виртуозы Москвы, солисты, национальные оркестры. То есть там очень серьезная площадка, и очень ответственно мы подготовились, потому что это не каждому предлагается такая возможность выступить в таком католическом храме, который считается вторым в Европе. Перед брюссельской публикой юная скрипачка Эмилия Терзян-Хагба выступала в дуэте с профессором Брюссельской консерватории Тиграном Майтисяном, а дирижер Давид Терзян руководил оркестром Майндспеллер. Мы получили приглашение под моим руководством. Эмилия играла 2 концерта. Баха двойной концерт и Вивальди двойной концерт с профессором Брюссельской консерватории и доктором наук Лювинского университета Тиграном Майтисяном. Он, конечно, отдельно еще играл 4 концерта из цикла «Времена года» Вивальди. Играл ми-мажорный концерт Баха. Концерт состоял из двух отделений. Публика прекрасно приняла, была удивлена, что есть такой неизвестной, как сказать, республики, как Абхазия, есть такие кадры, вот как Эмилия удивила, потому что они удивили, что ей 13 лет вообще. Казалось, что ей 15, 16. И, естественно, там много интересного произошло после концерта. Сидели музыканты, менеджеры, и пошел ряд предложений. Я сейчас не буду это все раскрывать. Но ряд предложений да, о выступлениях? Выступления именно в Европе. Для Эмилии, для меня. Одни подумали, что дирижер из Мариинского театра приехал, другие подумали, что солистка из России откуда-то приехала.
было все успешно, все получилось. Уже привыкшая выступать на различных международных конкурсах, в ее копилке успешные выступления в Латвии, Израиле, Испании, 13-летняя Эмилия Трезян-Хагба смотрит на такие концерты, как на бесценный опыт, а ее наставники уверены, у нее блестящее профессиональное будущее. Выступление в Кафедральном соборе в Брюсселе – это новый опыт в моей практике. В первую очередь потому, что раньше в основном я выступала на конкурсах, где царит дух соревнования, соперничества. А выступать в качестве солистки в дуэте с виртуозным скрипачом Тиграном Майтесяном в сопровождении оркестра в таком огромном соборе – это очень волнительно и незабываемо. Когда ты один солируешь и играешь двойной концерт, это разные вещи. То есть, когда исполняешь двойной концерт, ты чувствуешь поддержку. Еще мне помогло то, что за дирижерским пультом стоял мой папа. Это помогло мне собраться. Это уровень высокий. Эмилия сыграла 2 двойных концерта Баха и Вивальди. Это сложно. Честно говоря, вот по ней не было видно, что она нервничает все эти дни в ходе подготовки. Просто ребенок был такой спокойный, собранный. На концерте максимум все, что можно было сделать, она сделала, как взрослый профессиональный музыкант. И только после того, как концерт закончился, мы поняли, я поняла, что у Эмилии такой вот вздох облегчения, и она стала сразу же 13-летним ребенком, шутила, игралась, в общем, стала такой, какой должен быть ребенок в ее возрасте. Сами музыканты оценили высоко Эмилию и предлагали переехать в Брюссель и продолжить учебу там, в консерватории. Ну, пока рановато, конечно, мы должны еще вырасти. Да. Ну и в дуэте с виртуозным скрипачом, с Тиграном Майтесяном, конечно, это большая честь для нее, в первую очередь, что она в таком возрасте может выступать с такими виртуозами. Здесь, в Абхазии, нас поддерживают, дают возможность, пусть это небольшая, допустим, спонсорская поддержка, но все равно есть возможность выехать нашим абхазским ребятам за пределы и Абхазии, и России, показать свое мастерство. Это дает стимул не только для них, но и стимул для их друзей, юных музыкантов. Вот я чувствую на примере
и Бараса Куджба, и Эмили, и Елизаветы Логова, которые много выступают в международных конкурсах, я вижу, как наши дети более увлеченно, может быть, более мотивированно занимаются музыкой. Конечно, есть такие, для которых профессия музыканта, ну, это везде существует. Она просто может завершиться при получении диплома, но все равно те дети, которые будут продолжать свою учебу, они уже сегодня, благодаря вот им, мотивированы на большой профессиональный рост. Конечно, я не могу не оценить роль преподавателей, которые с ними занимаются. Я должна отметить прекрасную работу педагога нашего училища Ольги Хагба и прекрасную педагогу преподавателя из Греции Арташ Тарзян, который приезжал часто сюда, в Абхазию, увидел Эмилию, заинтересовался ею, а сейчас вот они дистанционно, онлайн, можно сказать, занимаются, репетируют. В общем, она находится под очень таким хорошим, чутким профессиональным руководством. Директор Государственного музыкального училища Нинель Бжаня рассказала о том, как в рамках этой поездки ей удалось побывать в консерватории имени Леменса. Благодаря соглашению, подписанному там, возможно, уже очень скоро для учащихся нашего музучилища откроются новые потрясающие возможности в самом центре Европы. Профессор Брюссельской консерватории пригласил меня посетить Лёвенский университет. Он является одним из престижных университетов мира. В этом университете идет научно-исследовательская работа. Туда приезжал в свое время Стив Хокинг, где они работали над рядом научных проектов. Есть там консерватория Лёвенская имени известного органиста Леменса. Находится она в здании XIV века. Удивительно, конечно, по архитектуре, по красоте. И удивительно то, что современная учебная инфраструктура очень органично вписалась в это старинное здание. Мы, конечно, со своей стороны тоже бы хотели, чтобы наше музыкальное училище когда-нибудь было отреставрировано должным образом и тоже стало центром музыкальной культуры Абхазии, потому что это единственное музыкальное заведение, которое готовит профессиональных музыкантов. Недавно был подписан договор, соглашение между Карабахской республикой на уровне министерств и Лёвенским университетом. То есть у них есть возможность обмениваться опытом, научной работой, обмениваться студентами. В общем-то, непризнанная республика, но у них это получилось. И, конечно, мы были бы очень рады, и какие-то разговоры, какие-то возможности для этого у нас уже существуют. И если это получится, то через год мы сможем уже быть в сотрудничестве, можно сказать, с этим университетом, с этой консерваторией. Если это получится, это будет, конечно, подарок такой вне политики, когда они всегда говорят, что культура, она вне политики. И, в общем-то, может быть, именно культура позволит народам Европы узнать об Абхазии. Помимо выступления в соборе, наши музыканты сумели устроить себе культурную программу, побывав помимо Брюсселя и в другом бельгийском городе Брюгге. Мне понравилась архитектура в обоих городах, и в Брюсселе, и в Брюгге. У меня осталось впечатление от населения, то есть от бельгийцев, потому что есть стереотип о том, что
европейцы очень сухой народ, в смысле общения, и как бы вот это, а на самом деле оказалось все наоборот. После концерта было очень приятно, что к нам подходили слушатели познакомиться, сфотографироваться и узнать поподробнее, откуда мы приехали. И они не скрывали своих положительных эмоций. Мы очень гордимся тем, что концерт прошел на хорошем профессиональном уровне. Концерт происходил в главном кафедральном соборе Брюсселя, в центре Брюсселя. Роскошный зал, очень именитые коллективы там выступают. И само присутствие абхазских музыкантов на сцене – это уже определенного рода победа. И для нашей музыкальной жизни это очень интересное событие. Мы надеемся, что, приоткрывая вот двери в концертную жизнь Европы, у нас будет очень много в дальнейшем интересных проектов. Подобные культурные события важны как и сами по себе, но также имеют огромное значение для формирования имиджа нашей республики. Ведь ничто не способно представить страну на международном уровне так, как представляет ее культура и музыка в частности. Ведь она всегда выше политики, и для нее нет границ.